Нейросеть– это искусственный интеллект, способный обрабатывать большой объем информации и решать поставленные перед ним задачи. В современном мире она помогает выполнять рабочие функции в разных профессиональных сферах, а иногда справляется с ними сама. Искусственный интеллект иногда бывает даже дороже, чем человеческий труд, и это есть такой фактор, противовес тому, что является ли там искусственный интеллект вещью, которая там лишит человечества работы. На самом деле нет, это там споры идут между людьми, которые работали до этого на заводах, сейчас это стало оптимизированным, и стоит обратить внимание, что даже если внедрение тех же искусственных интеллектов в разные сферы нашей жизнедеятельности позволяет оставлять места для того, чтобы люди могли управлять этим, обслуживать эти же машины на базе искусственных интеллектов, которые созданы, да. Нейросеть уже активно развивается и в Грозном, как, например, проект по подсчету людей и общественного трафика, который разрабатывают в технопарке Чеченского государственного университета. Он будет полезен для определения проходимости в общественных местах. С точностью 70-80% дает информацию о том, сколько человек прошло, какое время это было. Вот. Если сравнить, допустим, какой сейчас подсчет трафика происходит, по сравнению, да, стоит человек, он вместе с счетчиком считает, сколько человек проходит. То есть, да, он может стоять 2 часа, может стоять 4 часа, но его подсчет всегда будет неверным по отношению к этой системе, потому что наша система может стоять 24/7. На данный момент нейросеть может выдавать тексты, создавать изображения и писать музыку. Этот процесс происходит за счет генерации и анализа уже существующей информации в базе данных. Хусейн Чемезаев больше 20 лет занимается разработкой графического дизайна, но в своей работе предпочитает не обращаться к нейросети, а самому искать вдохновение. Для этого он ходит в свое любимое заведение и предпочитает спокойную работу, вдали от городской суеты. Полностью заменить на данный момент нейросеть не способна, потому что есть вот эти механические ошибки, которые получаются в результате работы с данной информацией. Однако он облегчает эту работу. Если вот брать, например, раньше бухгалтерские услуги были, появился 1С, который помог. Математики, когда расчеты были, вначале считали столбик, потом появились счеты, потом появился калькулятор, компьютер, то есть эта техника идет в ногу в помощь, но он не может заменить полностью человека. Интересный факт, что произведения, написанные нейросетью, уже попадают на книжные полки в магазинах, как, например, в Дубае, где для них выделили целый отдел. Но вот что думают об этом сами профессиональные писатели? Человек, который находится в социуме, он получает эту информацию из общества, он что-то прочитал, он где-то что-то проанализировал, и он сел, для этого места нужно для вдохновения, да, в тишине или на природе, он сидит, и уже после этого, после обработки этих данных, он выдает что-то новое. И это является прогрессом. Но говорить о том, что человек собрал все данные, и потом вот примерно как все что-то написал, это не вдохновение, это не прорыв, это дубликат. Поэтому нейросеть называть как чем-то новым нельзя. Это переделанный вариант, усовершенствованный вариант копирайтера, то есть дублирование. Мы решили провести эксперимент и задать команду нейросети по написанию текста про весну и посмотреть, насколько профессионально выполнена задача. Однажды ранним утром я проснулся и увидел, что за окном уже светло. Я поднялся и вышел на улицу, вдохнул свежий весенний воздух, и мои легкие словно ожили. Окружающий мир оказался таким ласковым и ярким. Никакого живого текста здесь нет, это просто калька с банальных обычных текстов, которые мы в интернете забьем и найдем. Сегодня у нейросети имеются и свои минусы. В первую очередь, это бездушная машина. И в профессиях, где нужно принимать быстрые и сложные решения для спасения жизни и здоровья людей, замена на нейросеть недопустима. Робот сочинит симфонию. Робот превратит кусок холста в шедевр искусства. Еще один минус в том, что нейросеть может быть опасна в руках злоумышленников. Ее могут использовать для создания вредоносных программ и кибератак. Поэтому человеческий фактор контроля также необходим. Разработчики планируют добавить в будущем в искусственный интеллект распознавание человеческих эмоций и имитацию чувств.
для работы с детьми и больными, где важно проявление сочувствия. Однако вопрос об этике и морали все еще остается спорным.